А поговорим мы тоже в нашей центральной части программы тоже о новостях. Новости такие: уже в мае 2021 года может быть упразднена свободная экономическая зона Крым, которая появилась в украинском правовом поле в 2014 году, уже после захвата России Крымского полуострова. Об этом в эфире программы «Вопрос национальной безопасности» Крымского центра журналистских расследований сообщил народный депутат Украины Рустем Умеров. Вот сегодня в нашем эфире мы попробуем подвести итоги действия свободной экономической зоны Крым, кому она упростила существование, а кому наоборот усложнила, да, как в итоге, да, результаты работы этого закона, этой свободной экономической зоны подтверждают или отличаются от тех деклараций, с которыми принимался соответствующий закон в 2014 году. Об этом всем мы сегодня поговорим в нашем эфире. Я напомню номер телефона, по которому каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. 8 800 1006 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму или соседней России. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044 490 2905. Я очень коротко напомню, да, историю этого закона о свободной экономической зоне Крым. Он был внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины летом 2014 года. Носил он порядковый номер 4039, если не ошибаюсь. Авторы этого законопроекта Сергей Терехин, Ксения Ляпина и Виталий Немилостивый. В пояснительной записке они писали, что главной целью принятия закона является предоставление социально-экономических стимулов для роста инвестиционной активности, развитие туристической инфраструктуры и увеличение трудовой занятости граждан в пределах свободной экономической зоны Крыма. По мнению авторов этого закона, он должен был позволить поднять роли территориальных общин Крыма и города Севастополя при решении повседневных вопросов их жизни. Также целью закона называлось предупреждение сокращения трудовой занятости граждан Украины и падения их доходов в результате введения в Автономной Республике Крым и городе Севастополь репрессивных экономических систем других стран в течение срока их временной оккупации. Ну что же, поговорим мы о том, насколько вот эти задекларированные цели сбылись, и подведем итог работы свободной экономической зоны Крым в нашем эфире. Начнем мы с разговора с Валентиной Самар, главным редактором Центра журналистских расследований. Она с нами на связи по телефону. Доброе утро. Доброе утро. Давайте, наверное, вспомним с 2014 года, да, в каких обстоятельствах принимался этот закон о свободной экономической зоне Крым, насколько своевременным можно было назвать принятие этого закона, да, и насколько он был актуален для Крыма вот на тот момент, да, когда он уже фактически был захвачен Россией. Ну, стоит вспомнить, конечно, что сразу же после оккупации Крыма Верховная Рада Украины приняла достаточно качественный закон, который назывался «О гарантиях прав и свобод граждан Украины на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и Севастополя». И это был своевременный, действительно, закон, который, во-первых, определял статус территории этой как временно оккупированной Российской Федерацией территории. Но он принимался, несмотря на то, что он был достаточно качественным, он принимался очень быстро. И это было очень важно для того, чтобы защитить наших граждан, для того, чтобы сказать, что Украина не признает эту территорию аннексированной, что Украина будет защищать своих граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях. Но в этом законе должен был быть экономический раздел, то есть раздел, который регулировал бы экономические взаимоотношения с оккупированной территорией физическими и юридическими лицами, резидентами и нерезидентами Украины, которые находятся на этой территории, да, чтобы они понимали, что они могут делать, что не могут, что законно, что незаконно, что будет делать Украина, каким образом она будет относиться к этим юридическим и физическим лицам. Для того, чтобы не принимать этот раздел в спешке, было решено и было дано поручение Кабинету министров в месячный срок подготовить такой качественный законопроект, который бы регулировал экономические взаимоотношения с оккупированной территорией. Но Кабинет министров, который возглавлял тогда господин Яценюк, можно сказать, проигнорировал это решение парламента. И вместо правительственного законопроекта в зал зашел тот законопроект, о котором мы говорим, авторства Терехина и Ляпиной. И, собственно говоря, он был продавлен, потому что несколькими голосованиями был продавлен принятие этого законопроекта, которое просто было шоком.
как для нас, те, кто жил на оккупированной территории, как вообще для мира, который на тот момент наши страны, партнеры уже ввели экономические ограничения к этой территории, да, ввели санкции не только персональные в отношении людей, причастных к оккупации Крыма и нарушению прав человека там, но и в интересах Украины, кстати говоря. Но и ввели уже секторальные санкции, начали вводить секторальные санкции Европейского Союза. И То есть создание... экономическая зона Крым, понимаете, которая имеет своей целью привлечение инвестиций на оккупированную Россией территорию. Это понять было и объяснить кому-то иностранным партнерам, что это такое, это практически было невозможно. Объяснялось тем, что таким образом помогаем, Украина хочет помочь своим гражданам сохранить там свои активы и так далее. На самом деле этот закон, и самое главное, что в развитии этого закона, естественно, были приняты подзаконные акты. Это постановление Национального банка Украины 699, да, и постановление Кабинета министров 1035, с которыми потом правозащитники крымские, севастопольские боролись в украинских судах долгие годы для того, чтобы их отменить. Почему? Потому что этот закон АВС Крым, АСС Крым, он создавал хорошие условия для бизнеса, которому не нужно было платить налоги, а их невозможно было администрировать, это правильно, да, казалось бы. Но тем не менее, этот закон позволял все то бизнесу украинскому в Крыму, что запрещали санкции европейские и американцы. С другой стороны, этот закон вводил жуткие ограничения для граждан Украины, которых он приравнял к нерезидентам. Кто такие нерезиденты? Это иностранцы, которые временно проживают на территории Украины. То есть, по сути, было сказано, что граждане Украины в Севастополе и в Крыму для Украины являются иностранцами, которые временно не проживают на территории Украины. То есть Крым это не территория Украины. Понимаете? И вот эти ограничения дискриминационные, они, собственно говоря, привели к тому, что граждане Украины оказались самыми пострадавшими от действия этого закона. Потому что те, кто прошел через это пекло, да, через этот ад признания своих прав в Украине, это трагедии, это потеря людьми своих активов, это ограничение для их жизни, для получения государственных услуг, получения услуг банковских. Это то, с чем люди продолжают жить и сейчас. Поэтому люди, которые этот законопроект пролоббировали, а это крупный бизнес, и о нем я еще скажу, люди, которые, скажем так, имплементировали желание этого крупного бизнеса, которому все равно было, кто там в Крыму, главное было не потерять свои активы, не эвакуировать их, не вывести оттуда, потому чтобы они работали на Украину, а остались работать на оккупантов. Эти люди, на мой взгляд, совершили действия, в которых есть признаки преступлений. А учитывая, что это оккупированная территория и по международному гуманитарному праву такие преступления, как дискриминация, а граждане Украины были дискриминированы по признаку территориальному, да, они являются военными преступлениями, то я бы очень хотела, чтобы было расследовано все обстоятельства, принятие законов, и те, кто дискриминировал граждан Украины, они понесли ответственность. Да, давайте поговорим, ну, мы еще, наверное, будем много говорить о тех, кому усложнила жизнь вот эта свободная экономическая зона Крым. Давайте поговорим о тех, наверное, кому все-таки эта свободная экономическая зона Крым жизнь упростила. Давайте поговорим о том бизнесе, который работает и по сей день в условиях свободной экономической зоны Крым. Причем на Крымском полуострове сейчас действуют две свободные экономические зоны. С 1 января 2015 года в российском законодательном поле появилась свободная экономическая зона Крым. Была она введена на 25 лет. Если коротко, для привлечения инвестиций в подсанкционный регион со статусом непризнанной территории. Можно ли это считать совпадением? Да, вот такие введения свободной экономической зоны Крым, да, в законодательном поле Украины и России практически синхронное. Это первый вопрос. И как себя чувствует тот бизнес, который сегодня работает в Крыму в условиях сразу двух экономических зон, свободных экономических зон? Ну, давайте сразу признаем и не будем к этому возвращаться, Сергей, на мой взгляд, потому что ВЭС Крым в украинском варианте это фейковая ВЭС Крым.
Потому что ее природа, да, ну тогда или будем говорить о государственной измене людей, которые специально сделали эту зону для того, чтобы облегчить содержание оккупированного полуострова оккупирующей стране, да. Привлечение инвестиций, создание там льготных условий для оподаткування, да, и там каких-то процедур получения земли и других ресурсов и так далее. Вот, она фейковая, потому что по закону там ее должна была администрировать специальная администрация, да, она так и не была создана, просто в украинском реестрах просто-напросто все эти юридические лица и физические лица предприниматели тупо были переведены на Генический район Херсонской области, да, и они там существуют. К чему это привело? Это привело к тому, что существует вообще де-факто бизнес украинский, который там остался и работает, они существуют в двух юрисдикциях. В российской, по которой они, зарегистрировавшись в российском реестре, платят налоги и осуществляют свою деятельность, да, и в украинском, от налогообложения освобожденные, да, но тем не менее пользуются теми условиями, которые остались с украинских времен. Например, спецдозвола, лицензии на добычу полезных ископаемых. Они в Украине так и не были отменены, и они продолжают работать. И люди, хотя прокуратура Крыма там открывает уголовные дела за незаконную добычу песка, на самом деле все эти СУЭСы имеют украинские спецдозвола, и они до сих пор рабочие. Второй момент – это то, что касается сертификатов происхождения товаров. Мы знаем, что европейские санкции, американские санкции запрещают экспорт товаров, произведенных в Крыму. Но, имея украинские сертификаты, это исключение и прописано в европейских санкциях. Имея украинский сертификат происхождения, эти товары могут экспортироваться, например, в страны ЕС. Чем, собственно говоря, коррумпированные правительства украинские, чиновники коррумпированные, на этом не зарабатывают. Если вы посмотрите таможенные документы, которые сопровождают экспорт, например, товаров химической промышленности, диоксид титана, там, соду, да, кальцинированную, которую производятся на заводах олигарха Фирташа, то вы увидите, что они пользуются до сих пор сертификатами происхождения украинскими, выданными в том числе уже после оккупации Крыма. Вот для чего этот закон. То есть правильно я понимаю, что Поэтому мы видим, как сохранили свой бизнес и продолжают работать на оккупантов химической промышленности Фирташа, причем туда завозится ильменит из Украины, да, мы знаем, что это житомирский концентрат ильменит. Мы видели многие годы, как в нарушении всех санкций, и в том числе украинских запретов на закрытие портов, работали портовые активы олигарха Ахметова в Доковой бухте Севастополя. Нельзя отгружать оттуда зерно, металл и так далее, но сервидорная компания «Влита» многие годы зарабатывала на том, что это все делала. Да? Продолжал работать бизнес, аграрный бизнес, огромнейший аграрный бизнес олигарха Косюка, который, кстати говоря, в ту пору был вообще первым заместителем в начале оккупации, первым заместителем главы администрации президента Порошенко. Еще и отвечал за оборонный сектор. Ну, о чем мы говорим? Ну, про супермаркеты Гереги не буду говорить. Он нам убеждал, что он специально сохраняет там бизнес, зарегистрировавшись в Пушкино, Московской области, да, для того, чтобы потом открыть нам ворота, когда мы деоккупировать Крым будем. Все это очень грустно, и все это настолько, ну, понимаете, наглядно, что даже объяснять не нужно, в чьих интересах и кому оно помогло, кому помешало жить. Ну, мы надеемся, что будет у нас сегодня возможность поговорить еще с Сергеем Терехиным, народным депутатом Украины 6 созывов, в том числе и 7-го, который, собственно, и Сергей Терехин является автором законопроекта о свободной экономической зоне Крым, да, а парламент 7-го созыва за эту Крымскую СС проголосовал. Но говорили мы с ним накануне этой программы, ждем, что подключится он к нашему эфиру. Но давайте попробуем, да, поговорить о том, почему предыдущий состав парламента, да, 8-й, так и не набрался политической воли для того, чтобы отменить этот закон. Потому что вот мы с вами говорим уже 15 минут, ну, действительно, масса критики, масса проблем, связанных с этим законом да, о создании свободной экономической зоны Крым. И было бы логично, да, задаться вопросом, почему же парламент предыдущего созыва, да, так и не подошел к отмене этой СС Крым. Ну, потому что парламент предыдущего созыва, очень многие люди были, которые голосовали за этот законопроект. В украинском парламенте прошлого созыва, да и нынешнего, присутствуют группы поддержки, да,
специально заведенные в парламент люди, которые поддерживают и защищают интересы крупного олигархического бизнеса. Да. Это и Ахметов, и Коломойский, и Фирташ, и Порошенко. Это люди, которые потом этот закон охраняли, можно сказать. И несмотря на очевидные нарушения прав человека, ведь если вспомнить, да, не вносили даже какие-то правки туда для того, чтобы облегчить жизнь простым людям. Ну, давайте вспомним постановление Кабинета министров 1035, которое вводило ограничения по беспошлинному ввозу вещей, не товаров, вещей на свободную территорию Украины с оккупированной Крымской. Это был список, там, по-моему, 24 пункта были. Они были взяты просто-напросто. Это был список, который был для иностранцев при ввозе в Украину. Ну, а в этом списке, который можно было возить, был там печатная машинка, бинокль. Пианино там, по-моему. Не было компьютера, не было мебели, не было каких-то вещей, с которыми люди могли бы приехать для того, чтобы здесь обустроиться на свободной территории. Люди, которые бежали от оккупации, от преследования оккупантов, не могли провести собственные личные вещи, нужно было стать преступником, то есть дать взятку таможенникам или пограничникам там, на КПВВ для того, чтобы провести нужные товары. И Юлия Лисовая несколько лет, и Украинская Галицинская спилка прав людини несколько лет в судах всех этих самых инстанций пыталась отменить постановление, и там в 2015 году оно было отменено, потом обратно возвращено, Кабинет министров собственным правительством судили. Но это же ненормально, правда? Вот. Почему не отменяли? Потому что в том же комитете Южаниной, я напомню, что в 2018 году, когда наконец-то статус оккупированных обрели и территории Донецкой и Луганской области, да, Рифат Чубаров, председатель Меджлиса крымского народа, пытался внести туда поправку для того, чтобы была ликвидирована ВС Крым. Но не прошло это предложение, она была снята из этого законопроекта. Но вместо этого тогда протокольным поручением было поручено Комитету по налоговой и таможенной политике создать рабочую группу с участием экспертов, с участием представителей общественности крымской, с участием всех фракций и центральных органов власти для того, чтобы внести изменения в этот законопроект, чтобы выровнять, привести его вообще, называется, до адекватности. Но у нас прошло только то одно заседание, на котором все подсокали языками, сказали, как плохо, как мы дискриминируем людей. Представители фискальных органов честно сказали о том, что они за то, чтобы это был скасованный этот закон. Представители Нацбанка Украины сказали, что они за, и прислали, это документально, что называется, оформлено, свои предложения, каким образом это исправить. Но больше никакого заседания не состоялось. Почему? Ну, наверное, потому что интересы одних людей можно было принести в жертву для интересов очень немногих людей и их бизнесов. Что сейчас происходит? Ну, не публичный еще документ, проект, которым не просто ликвидируется режим свободной экономической зоны Крым, но которым вносятся очень важные поправки и в другие законы для того, чтобы ликвидировать дискриминационные нормы, которые существуют в украинском законодательстве по отношению к гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, для того, чтобы уже каким-то образом не постановлениями Кабмина, с которыми очень много потом проблем, а уже в законе были прописаны те нормы, которые будут и определять и защиту граждан Украины, и экономические нормы, которые вводятся. Мне там очень не хватает именно экономической части. Правозащитная выписана в этом проекте очень хорошо. Правозащитники поработали очень хорошо вместе с рабочей группой Комитета по правам человека и вопросам, связанным с оккупированными территориями, которую возглавляет рабочую группу Рустем Умеров. Очень хорошо поработали. Но вот экономическая часть, она очень слабая, на мой взгляд. И если возможно, то, наверное, и украинские организации крымские будут вносить свои предложения для того, чтобы она была четко выписана. И уже никаких фейков там не было. А было четко закреплено, что могут делать граждане Украины в части господарской деятельности, а что нет. И было бы очень хорошо, если бы сразу эти положения были синхронизированы с новым украинским санкционным законом, то есть
закон АВС Крым, закон, который будет приниматься и вноситься поправки вместо закона АВС Крым, они должны сказать, что могут, что не могут украинские граждане на временно оккупированных территориях в части хозяйственной деятельности. А в санкционном законе уже ввести ограничения для иностранных граждан и физических, юридических лиц. Почему? Потому что санкции это все-таки внешнеполитический, внешнеэкономический инструмент. А вот своих нужно в этих законах закрепить. Я благодарю вас за беседу. Подробно о ключевых моментах законопроекта мы поговорим с Рустемом Умеровым, народным депутатом Украины. Он с нами уже на связи. Я благодарю Валентину Самар, главного редактора Крымского центра журналистских расследований, за беседу. Напомню, что перед эфиром мы также приглашали Сергея Терехина, который является автором закона о создании свободной экономической зоны Крым. Согласился он принять участие в нашем эфире. Тем не менее, сейчас мы, к сожалению, не можем к нему дозвониться. Право на ответ мы оставляем за Сергеем Терехиным, ну а право на вопросы мы, конечно же, оставляем за собой и попытаемся задать ему их, да, ну, уже получается, что вне рамок эфира, хотя попытаемся связаться мы с ним, наверное, еще раз. Ну а сейчас мы продолжим наш разговор с Рустемом Умеровым, народным депутатом Украины. Рустем Энверович, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, о ключевых моментах законопроекта, да, которым должна быть упразднена свободная экономическая зона Крым. Вот зашли мы в разговоре с Валентиной Самар немного уже на это поле. Итак, расскажите нам ключевые моменты этого законопроекта. Кроме того, что будет упразднена свободная экономическая зона Крым, какие вопросы он решает? Как уже высказала пани Валентина, этот закон содержит такие дискриминационные положения с точки зрения прав человека. Например, если у вас будет прописка, крымская прописка, вы приравнитесь к нерезидентам. Ну, то вас считают тогда иностранцем. Это тот закон, который сейчас на данный момент действует? В данный момент, да. И к чему это может привести? При продаже недвижимости и оформлении наследства тогда вам нужно будет заплатить повышенный налог, так как вы будете считаться как иностранец. Вот мы хотим отменить это нерезидентство по отношению к гражданам Украины. И, например, если вы будете вести какую-то хозяйственную деятельность в Крыму, на временно оккупированной территории Крым, вы не платите налоги. С другой стороны, почему закон о СС Крым дает возможность субъектам хозяйствующей деятельности работать, не имея никаких проблем, а людям создает до проблемы. То есть здесь есть и коммуникационные проблемы. С одной стороны, есть население, то есть граждане, с другой стороны, есть хозяйствующие субъекты. Вот, как пани Валентина сказала, частично нужно все это выровнять, чтобы у нас не было проблем ни с точки зрения прав человека, ни с точки зрения субъектов хозяйствующей деятельности. Валентина Самар обращала вот в нашей беседе внимание на то, что экономическая часть вот в проекте закона, по ее мнению, выписана недостаточно тщательно, да, недостаточно обстоятельно. Вот по вашему мнению, так ли это? Согласны ли вы с такой оценкой? И будет ли продолжена работа вот над экономической частью законопроекта? Да, как раз мы на этой неделе, в данный момент мы ведем уже работу с налоговым комитетом. И на этой неделе мы как раз и думали, как бы взять еще дополнительно, спросить коллег, кто разбирается, или у людей, которые бы хотели бы дать свои рекомендации, чтобы мы уже внесли все необходимые поправки и затем уже вносили этот проект на рассмотрение в комитет. Насколько реальны перспективы отмены свободной экономической зоны Крым? Потому что вот говорили мы сегодня в нашем эфире в том числе о том, что вносили в украинский парламент вот в прошлого созыва, да, вот эту идею о том, что свободную экономическую зону Крым необходимо отменить, но к этому вопросу, да, к рассмотрению этого вопроса парламент в итоге так и не подходил. Вот сейчас есть ли политическая воля в парламенте для того, чтобы эту свободную экономическую зону Крым упразднить, да, и есть ли понимание того, какие фракции могут поддержать этот законопроект, а какие могут быть против его принятия? Не могу сказать о предыдущих созывах. В данный момент, работая над этим проектом уже, наверное, 1,5 года, правда, мы его
начали работу как раз перед ковидом. Во время выездного заседания комитета в Херсонской области мы приняли решение, что создаем группу об отмене СЭС при Комитете правам человека, который я возглавил. С того момента у нас физически не было возможности просто встречаться со всеми коллегами, но мы провели более чем с 15 центральными органами исполнительной власти встреч. Каждый из них достаточно длительный процесс, согласовали. И в данный момент я не вижу таких больших проблем для принятия этого закона, об отмене этого закона. Соответственно, координация со всеми центральными органами исполнительной власти идет, с рабочими группами, правозащитниками, общественными организациями. В данный момент, я не слышал ни одной фракции, которая бы сказала: Рустем, мы не будем поддерживать это. Хотя, как я считаю, что как только мы внесем его в повестку дня, тогда и увидим, какой результат получим. Но в данный момент я считаю, что большинство поддержит отмену СЭЗа. Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Рустем Умеров, народный депутат Украины. Говорим мы сегодня о законопроекте, которым предлагается упразднить свободную экономическую зону Крым, которая действует в украинском законном поле с 2014 года, с августа 2014 года. Говорили мы сегодня в эфире об итогах работы этой свободной экономической зоны Крым. К сожалению, не можем мы сейчас дозвониться до Сергея Терехина, автора этого, собственно, закона, но, тем не менее, мы оставляем за ним право ответа, если он захочет изложить свою позицию, да, относительно того, насколько оправдались вот те декларативные цели, да, с которыми принимался этот закон о свободной экономической зоне Крым. Если он захочет ответить на критику, которая сегодня прозвучала в том числе, да, по поводу этого закона, то, конечно же, мы открыты для комментариев, мы опубликуем комментарии Сергея Терехина, если они к нам поступят. И все-таки постараемся мы адресовать ему те вопросы, которые в том числе и к нему прозвучали в нашем эфире. Мы продолжаем нашу программу. Я напомню, что дозвониться к нам может каждый наш радиослушатель. 8 800 10 06 926 для тех, кто слышит нас в Крыму или в соседней России. Если вам удалось воспользоваться, да, преференциями свободной экономической зоны Крым, как в украинском законодательном поле, которое действует, так и той свободной экономической зоной Крым, которую Россия ввела с 1 января 2015 года на территории временно аннексированного Крымского полуострова. Вы можете поделиться своим опытом, да, рассказать о том, как работают эти свободные экономические зоны на самом деле. Но что же, продолжаем мы наш разговор. И к нашему разговору подключается Алена Лунева, менеджер по адвокации Центра прав человека «Змина». Доброе утро. Доброе утро. Итак, давайте поговорим, да, об итогах работы этого закона о свободной экономической зоне Крым, какими стали его последствия, прежде всего для жителей Крымского полуострова и для вынужденных переселенцев с территории Крыма, и какие у правозащитников в связи с этим, да, есть вот надежды, связанные с отменой этой свободной экономической зоны Крым. Угу. Ну, на самом деле, он же закон не для людей писался, он писался для бизнесов. А это означает, что большинство норм, которые есть в нем, они ориентированы в первую очередь на юридических лиц. Это означает вопросы по акцизам, вопросы по лицензиям, вопросы по налогам и так далее. Но, конечно, и безусловно, закон зацепил и физических лиц, обычных граждан Украины, которые живут в Крыму. Собственно, из таких итогов, которые принес нам МВС Крым, и то, за что его очень сильно критикуют, это, безусловно, статус нерезидента для крымчан. До прошлого года нерезидента вообще для получения там банковских услуг, сейчас только с налоговыми формальностями и таможенными формальностями, но этого хватает на самом деле, потому что крымчане, которые источником доходов или которые становятся что-то на оккупированной территории, например, наследство, должны платить больше налогов, как нерезиденты, что, безусловно, несправедливо, потому что украинцы в Крыму и украинцы на подконтрольной украинскому правительству территории – это одни и те же самые граждане Украины. Этот статус нерезидента нам предстоит побороть. Что касается разных налоговых формальностей, я сказала, таможенных, мы говорим про пересечение линии административной границы, и, собственно, это второй неприятный сюрприз, который принес закон про свободную экономическую зону Крым, это таможенный режим пересечения админграницы и, собственно, введение такого списка разрешенных для провоза вещей.
Это особенности таможенного кодекса Украины. Безусловно, несправедливо, что на такой административной границе внутри страны используются нормы, которые используются на госгранице, но эти нормы, ко всему тому же, очень сильно устаревшие. Поэтому там в этом списке вещей, которые разрешены для провоза, можно найти печатную машинку, но нельзя найти вещей, которые современные люди хотят и хотели бы переводить. Подход такой пересечение административной границы отличается от государственного подхода на востоке Украины о пересечении линии размежевания. Там действует список запрещенных для провоза вещей, что значительно улучшает ситуацию для людей, которые пересекают линию размежевания, потому что у них есть список запрещенных, а все, что не запрещено, разрешено. Для крымчан есть наоборот. исчерпывающий перечень, да? Только то, что можно. Да, он, в общем-то, можно сказать, что на практике он исчерпывающий. Это приводит к значительным проблемам для людей, которые пересекают админ-границу. Это большая проблема. Это что тоже необходимо решить. Необходимо снять этот таможенный режим. Это то, с чем крымчане сталкиваются постоянно. И, да, ваши ожидания, я не знаю, видели ли вы, принимали ли вы участие в работе над этим законопроектом, ваши ожидания от того, как будет проголосован законопроект, о котором мы сегодня говорим, который упразднит в том числе и свободную экономическую зону Крым и должен разрешить ряд вопросов, о которых мы сегодня говорим, да, будет ли он проголосован украинским парламентом, как вы думаете? Я принимала участие в работе группы, которая была создана в прошлом году на базе комитета по правам человека. Мы нарабатывали проект закона. Тут, в общем, главный, я бы назвала его риск и опасность, не то чтобы опасность, но главная проблема, собственно, работы над законопроектами касается того, что с 2014 года кое-что поменялось в практике внесения изменений в законодательство. Это означает, что очень хорошо нужно все учесть, и в налоговом законодательстве, потому что в налоговый кодекс необходимо внести изменения в соответствии, то есть упраздняя закон про свободную экономическую зону Крым, необходимо ничего не забыть. Вот, что важно, чтобы ничего не сломалось, когда мы забираем или убираем какие-то положения закона. Что я ожидаю? Я ожидаю, что, несмотря на то, что это будет непросто с точки зрения администрирования налоговой, что мы уберем и нужно убрать статус нерезидента, это очень важное политическое заявление, которое необходимо сделать. Граждане Украины в Крыму, такие же граждане Украины, как на всей остальной территории Украины. Это очень важно подчеркнуть. И также я очень надеюсь, что берут эту мытную зону, она нецелесообразна, таможенную зону, она нецелесообразна, ее необходимо упразднять, такого нет на Востоке, и уже если мы говорим про такую государственную политику почти универсальных подходов к реализации прав жителей оккупированных территорий, все-таки это необходимо сделать. Я рассчитываю, что проголосуют. Мне кажется, что сейчас уже тех, назовем это, экономических интересов, которые двигали депутатами в прошлом созыве, сейчас уже просто нет, потому что когда в 2014 году этот закон был принят, еще, видимо, были надежды, что можно будет делать бизнес в Крыму, и большие компании смогут дальше там спокойно работать. Жизнь показала, что так не получилось, поэтому я ожидаю, что уже в парламенте нет тех экономических двигателей, которые бы поддерживали СЭС на плаву. Поэтому я думаю, что парламент проголосует про его скасування, тем более в контексте Крымской платформы. И это очень важно, что Крымская платформа, по сути, говоря о специальном санкционном режиме в отношении любого бизнеса, который работает с или работает в Крыму, нельзя совмещать со свободной экономической зоной Крым. Поэтому я думаю, что в этом ключе такой государственной политики, очень четкой политики непризнания, мы все-таки сможем, депутаты поддержат, и мы сможем отменить наконец-то закон про свободную экономическую зону Крым. Благодарю за беседу. Напомню, что с нами на связи была Алена Лунева, менеджер по адвокации Центра прав человека «Змина». Говорили мы сегодня о перспективах упразднения свободной экономической зоны Крым, которая действует в украинском законодательном поле с августа 2014 года. Говорили мы сегодня об итогах работы этой свободной экономической зоны Крым. На данный момент она почти 7 лет уже проработала, да, из 10 лет, на которые создавалась. Но видим мы, что уже в мае этого года может быть решен этот вопрос, и свободная экономическая зона Крым может быть упразднена одновременно с решением ряда очень важных проблем, да, в том числе и для тех, кто живет на территории Крымского полуострова, и для тех, кто является вынужденным переселенцем со временно оккупированных территорий Украины. Мы продолжаем наш эфир, продолжаем эфир радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Буквально через несколько секунд мы переходим к следующей теме.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Поговорим мы о гражданской журналистике в условиях российской попытки аннексии Крыма. 3 мая ежегодно отмечается Всемирный день свободы печати. Как сообщает сайт ЮНЕСКО, этот день является напоминанием правительствам о необходимости выполнения их обязательства защищать свободу печати. В этот день работники средств массовой информации размышляют также о вопросах, связанных со свободой печати и профессиональной этикой. Что не менее важно, этот день служит призывом поддержать средства массовой информации, которые становятся жертвами ограничений или полного лишения свободы голоса. Это день памяти о журналистах, погибших при исполнении своих служебных обязанностей. Это была цитата. Всемирный день свободы печати берет начало на конференции ЮНЕСКО, которая состоялась в Намибии в 1991 году. Мероприятие завершилось 3 мая принятием знаменательной Виндхукской декларации, по названию города, где проходилась конференция о содействии развитию свободной, независимой и плюралистической прессы. В этом году декларация отмечает свое 30-летие. И очень сложная остается ситуация с работой медиа на временно оккупированных территориях Украины. Мы говорим об аннексированном Крымском полуострове и отдельных регионах Донецкой и Луганской областей. Подконтрольные Кремлю власти Крыма не допускают на полуостров независимых журналистов. Регулярно, в том числе и слушатели радио Крым Реалии узнают новости о том, что тем или иным журналистам запретили работать на Крымском полуострове или вообще на несколько десятков лет закрыли въезд в Крым. После начала российской аннексии Крыма весной 2014 года на полуострове регулярно проходят обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымско-татарского национального движения, членов Меджлиса крымско-татарского народа, а также крымских мусульман, которых подозревают в связях с запрещенной в России организацией Хизбут Тахрир. Об этих всех случаях мы неоднократно говорили в эфирах радио Крым Реалии. Вы можете обратиться к архиву наших программ. Какие-то кейсы мы и сегодня будем упоминать, о каких-то именах будем и сегодня говорить. И я приветствую в нашем эфире Лутфие Зудиеву, крымскую правозащитницу, координатора Крымской солидарности. Объединение «Крымская солидарность». Лутфие, доброе утро. Доброе утро. Итак, давайте поговорим о том, что происходит с профессиональной журналистикой в Крыму. Очень сложная ситуация. Вкратце я рассказал о том, что происходит в Крыму, с 2014 года. Напомню, что еще весной 2014 года ежедневно в Крыму фиксировалось по 3-4 случая нападения на журналистов. Не просто препятствования журналистской деятельности, а нападения, изъятие или порча техники и так далее. Можно говорить о том, что происходило с профессиональными журналистами далее в Крыму. Можно говорить об обысках, о выдворении журналистов или недопуске на территорию Крыма. Давайте поговорим о том, что происходит с гражданской журналистикой, которая осталась на том пространстве, которое было вычищено от журналистики профессиональной. Гражданская журналистика как явление появилась где-то в конце 2016 года, когда обыски стали происходить с такой систематичностью, что естественным образом возник запрос на освещение этих событий, потому что люди понимали, что в российских средствах массовой информации о них либо молчат, либо преподносят в духе пропагандистов, о неких там исламских радикалах или о сепаратистах и так далее. И вот эта работа, она, скорее всего, появилась как естественная реакция на информационный вакуум, который возник вследствие того, что шла достаточно такая откровенная и целенаправленная борьба с профессиональной журналистикой с 2014 года. И явление это развивалось и сейчас продолжает развиваться. То есть если посмотреть на уровень работы гражданских активистов и журналистов в 2016 году и сегодня, это очевидно разные вещи.
разные даже в контексте того, насколько ребята сейчас придерживаются стандартов в освещении тех или иных событий. Кроме того, у нас здесь сложилась такая интересная ситуация. Вот я когда была на медиафоруме во Львове в 2018 году, там многие профессиональные медиа говорили о некой борьбе и конкуренции с блогерами, с активистами, о том, как это мешает профессиональной журналистике. В Крыму ситуация сложилась диаметрально противоположно. Здесь гражданские журналисты, они научились работать коллегиально с профессиональными журналистами, с редакциями, где-то какие-то совместные проекты, где-то кооперация, и это во многом больше, наверное, такое дружеское взаимодействие и коллегиальная работа, чем конкуренция, и это, безусловно, радует. Наверное, это связано с тем, что Крым – это конфликтная зона, и здесь, наверное, не работают какие-то стандартные принципы классической журналистики, и людям приходится придумывать способы для освещения той или иной ситуации, и я думаю, что в какой-то степени это удается. Перед разговором с вами я говорил о том, что информационное поле в Крыму было в некоторой степени очень сильно, да, зачищено в 2014 году. И в связи с этим вопрос. Но вот после того, как появилась, да, на этом выжженном поле вот эта поросль гражданской журналистики, как на это отреагировали фактически власти в Крыму и как на это отреагировали силовики? Ну, нужно сказать, что они довольно болезненно реагируют на любые попытки показывать другую сторону медали. Кто бы это ни делал, профессиональные журналисты или блогеры с каким-то большим энтузиазмом, выполняющие свою работу. То есть, если мы называем в прямом эфире фамилии, имена, если мы указываем на конкретные нарушения, которые ими были допущены, если мы мониторим, снимаем и фиксируем судебные процессы и рассказываем людям о том, какие нарушения в них допускались, то, конечно, это вызывает негативную реакцию. К сожалению, она иногда бывает очень агрессивной. Такой была реакция на арест координатора Крымской солидарности Сервера Мустафаева, координатора медийного направления Крымской солидарности Наримана Мемедиминова. Безусловно, эти аресты связаны с их активностью. И это очень жесткая реакция в марте 2019 года, когда практически все активисты в Симферопольском районе были арестованы за один день. Это такое ядро было Крымской солидарности, и я думаю, что в тот день силовики абсолютно четко преследовали цель уничтожить и ликвидировать работу общественного движения Крымской солидарности, потому что они неоднократно это говорили прямым текстом в диалогах с арестованными ребятами уже после их задержания. Но очевидно, что этой цели они не добились. Крымская солидарность продолжает работу, и хотелось бы у вас спросить, вот, да, где люди, наверное, находят смелость для того, чтобы... понятно, что в обычных условиях, да, вот в тех условиях, может быть, в которых часть наших радиослушателей живет, но нет ничего опасного в том, чтобы включить мобильный телефон, да, включить онлайн-трансляцию, и выйти, показывать, что происходит вокруг тебя, да, на улице, да, а тем более, да, если что-то происходит из ряда вон выходящее, такое как обыск, да, или оцепление целой улицы и так далее. Ну, конечно же, это то, что людям интересно, и то, о чем люди хотят знать, и поэтому вопрос такой, удается ли российским силовикам так запугать людей, что они отказываются от идеи того, чтобы быть гражданскими журналистами, чтобы собирать и делиться важной информацией? Я думаю, что эта цель уничтожить работу Института гражданской журналистики не достигается, потому что явление, несмотря на аресты периодические, несмотря на давление, продолжает существовать. В него постоянно приходят новые люди, пишут в Крымскую солидарность, встречаются с активистами Крымской солидарности и присоединяются к их работе. И при этом люди абсолютно точно и ясно понимают риски, которые перед ними стоят. То есть, когда мы общаемся с ребятами, которые хотят присоединиться к работе общественного движения,
Мы всегда открытым текстом говорим о том, что эта активность сопряжена с большой опасностью. Это и уголовные дела возможные, это и другие виды преследований. И вот удивительно то, что людей это не пугает. Мне кажется, это связано в первую очередь с очень большой личной мотивацией крымских активистов, потому что здесь работают люди, которые очень любят свой полуостров, они не хотят его покидать, они борются за свое право жить на этой земле. И второе, это то, что они действительно осознают, что вот есть конкретные нарушения, есть действительно давление на человека, на его какие-то права гражданские, человеческие, и об этом нужно говорить. И, возможно, если бы эта работа выполнялась профессиональными медиа, которым был бы возможен какой-то безопасный доступ в Крым и работа, то тогда активизм развивался менее ярко. Но поскольку сейчас здесь абсолютная пустота, то у гражданского активизма появляется еще больше мотивации совершенствоваться, повышать свои профессиональные стандарты. И в этой части я очень благодарна коллегам, которые регулярно проводят тренинги, помогают ребятам расти, работать с документами, расти в плане того, как верифицировать информацию. И мы видим, как вот из вот этого поля гражданской журналистики появляются люди, которые, скорее всего, в будущем свяжут свою жизнь уже с профессиональной журналистикой и будут работать в редакциях или будут работать как репортеры с поля и так далее. Спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на связи была Лутфия Зудиева, крымская правозащитница, координатор Крымской солидарности. Перед эфиром мы пообщались с исполнительным директором Института массовой информации Оксаной Романюк. Она рассказала, что по их наблюдениям происходит журналистикой на временно оккупированных территориях. Давайте послушаем. Починаючи з того, що українські ЗМІ в Криму були позбавлені ліцензій, замінені в ефіри російськими телеканалами, а російські журналісти заповнили вакантні місця. На Донбасі медіа просто знищувалися як клас, місцеві медіа фізично навіть просто знищувались, закінчуючи тим, що в тому ж, наприклад, Криму дуже широко використовується законодавство про протидію екстремістській діяльності, і це законодавство дуже розмите, і воно фактично слугує основою для такої практики обмеження свободи слова і прав журналістів. На Донбасі там просто беззаконня царить. Я маю на увазі окуповані території Донбасу. Тому ситуація є дуже тривожною, і ми піднімаємо постійно питання, що не можна говорити про, наприклад, вільний вибір громадян, якщо ці громадяни, якщо право цих громадян на інформацію є грубо порушеним. Не можна проводити, наприклад, вибори на окупованих територіях Донбасу до тих пір, поки ці громадяни не будуть мати доступ до реальної, правдивої, справедливої інформації. І вони тоді можуть зробити вибір, якщо постійно вони отримують тільки фейки чи пропаганду. Потрібно забезпечити їхнє право на інформацію. Ну і так само в Криму. Окупаційна влада Криму зумисно, навіть якщо говорити про теперішній час, не згадувати, що було там 7 років тому, от зараз зумисно заглушуються сигнали українських мовників, блокується доступ до інтернет-ресурсів, триває незаконне використання частот, не кажучи про те, що просто фізично журналісти захоплюються і показові процеси над ними влаштовуються. И буквально несколько имен хотелось бы вам напомнить. Нариман Мемедиминов, о нем мы сегодня говорили в эфире, это крымско-татарский блогер, гражданский журналист. Российские силовики задержали его в конце марта 2018 года. Он был приговорен к 2,5 годам заключения в колонии поселения. Был медийным координатором Крымской солидарности. В 2018 году правозащитный центр «Мемориал» признал Мемедиминова политзаключенным. И 21 сентября 2020 года он освободился из российской
русской колонии поселения в Ростовской области России и вернулся в Крым. Об Айдере Кадырове также сегодня говорили. И хотелось бы напомнить о Владиславе Есипенко, внештатном журналисте «Радио Свобода», который освещал социальную и экологическую проблематику полуострова. Был задержан ФСБ России в Крыму 10 марта по обвинению в сборе информации в интересах спецслужб Украины, а также в хранении в автомобиле самодельного взрывного устройства. Сам Владислав Есипенко на заседании суда в Симферополе заявил о пытках со стороны российских спецслужб. Эти имена и другие имена журналистов, гражданских журналистов, конечно же, нужно знать, вспоминать о них не только 3 мая. Это те люди, которые пострадали за то, что пытались обеспечить право крымчан на информацию. Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право быть услышанными. Это радио Крым Реалии. Мы продолжаем работать для вас. Этот эфир для вас провели Андрей Гевко и Сергей Макрушин. Всего доброго, будьте здоровы.